Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Веяниях. Вам интересно, почему мы не любим это слово и пытаемся его искоренить? Если да, то внимательно посмотрите это видео. Если вы человек разумный, то вы тоже не будете использовать это слово после просмотра данного видео. Начнем с того, что ознакомим вас, кем и когда был введен искусственный термин «веяниях». Ввел его Николай Яковлев, о чем он и говорит в своей работе «Языки и народы Кавказа». 1930 год. Вейнахская подгруппа название новое, предлагаемое мною, так как до сих пор не было общего названия для ингушского, чеченского и цаватушских языков. Что касается общего названия группы вейнахская, предлагаемого мною, то необходимость в нем вызывается прежде всего научными соображениями, отсутствием общего обозначения для трех близкородственных языков, входящих в одну группу. Кроме того, сейчас в вопросе культурного объединения ингушей и чеченцев, вытекающем из желания объединения литературного языка, алфавита и прочее, особое значение приобретает и необходимость в некотором общем названии. Вейнах, собственно, значит «наш народ». После введения термина «веянях» начинается дробление чеченского народа, о чем свидетельствует книга Волковой «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа». В настоящее время вайнахская этническая общность включает народы Нохчи, Галгай, Орстхай и Акхи, этническое родство которых между собой, с точки зрения самих вайнахов, определяется весьма различно. Обратите ваше вейнахское внимание на то, что после введения термина «веянях» через 43 года появились искусственно еще два народа. Это прямое доказательство тому, что термин «веянях» введен для дробления чеченского народа. Разделяй и властвуй, план таков – искоренить древний этноним Нахчи, внедрить термин «веянях» и из тукумов и тейпов сделать отдельными народами. Самое ужасное в этом то, что этот процесс идет прямо сейчас. А вы, вейняхи, только ускоряете этот процесс и активно ему потакаете. Далее мы вам покажем примеры разделения чеченского общества. Вайнахи, кто они такие? Это преимущественно чеченцы и ингуши, но также это Мялки, Эхки и Орстхой. Все они живут на территории Ингушетии, Чеченской республики, а также частично в Дагестане. А само слово «вайнах» дословно переводится как «наши люди». Чеченский народ разделяют даже известные богословы. Нохчи, Эхки, Галгай, Орстхой, Мялки, Бергиш, А вот пример того, как под соусом братства идет разделение. Ой нохчи да, ой галга да, ой орстхой да, ой эхки да. Каллах да лача, шидар мардат ой холошдар. Чеченья ингуши гасхшванд идаллахам дас. Ой хоннах дотяха, ой таашдашам, ой вайнахдашам. У вейняхов даже флаг появился. Теперь обдумайте то, что вам изложили, если, конечно, у вас есть мозги, чтобы думать. Когда вы пишете «вайнах» слитно, то вы уже допускаете грамматическую ошибку, так как «вайнах» пишется раздельно, а в ингушской вариации это вообще «веянях». Уважаемые зрители данного канала, мы призываем вас отправить это видео своим друзьям и знакомым, донесите до всех, каким паразитом является это слово, объясните им, каким образом пытаются разделить наш народ. Если вы увидите в комментариях или еще где-то человека, который употребляет этот термин, то покажите им это видео или попытайтесь объяснить своими словами.